Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Алдын Казбуян и сегодня в выпуске. Тувинские врачи-добровольцы прибыли из Донбасса. В ТВ-связь Информ презентовали уникальную платформу «Умный домофон». С 1 января 2023 года изменится форма отчетности для страхователей. В актовом зале школы номер 3 города Кызыла чествовали лидеров общеобразовательных школ. Накануне в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся соотечественникам, тем, кто работает на страну и делает ее сильнее. Среди награжденных ветеран здравоохранения Тувы, врач-хирург-онколог Алевтина Кыргызовна Сиразитдинова. Она награждена знаком отличия за наставничество. Награждена Сиразитдинова Алевтина Кыргызовна, врач Республиканского онкологического диспансера, Республика Тыва. Алевтина Кыргызовна Сиразитдинова работает в системе здравоохранения 56 лет. Профессионал высшей категории. Она подготовила 13 ординаторов, из них 5 человек защитили ученые звания кандидатов медицинских наук. С 5 декабря группа врачей-добровольцев из Тувы оказывала помощь медикам Донбасса. Это уже вторая командировка в зону СВО. Сегодня медики вернулись в республику, выполнив свой врачебный долг. На встрече была и съемочная группа телеканала Тува-24. Благодарю Республике Тыва за содействие в направлении лучших специалистов для помощи населению республики. Это слова министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрия Гарцева. Сегодня 8 врачей вернулись домой. В аэропорту Кызыла в 7 часов утра медиков встречают коллеги, родные и глава Тувы Владислав Хавалык с министром здравоохранения Анатолием Югаем. В делегации врачей, которая уехала на Донбасс 2 недели назад, состояли ортопеды, травматологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, а также медсестра операционная. Все живы-здоровы, переполнены чувством исполненного долга. Командировка наша проходила в 3 разных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Это такие города, как Инакиево, город Светлодарский, город Горловка. Везде помогли, чем могли, поделились опытом, переняли опыт коллег Донбасса по работе именно с минно-взрывными травмами. Конечно, на этот раз командировка была, как бы сказать, намного сложнее, чем мы, ездили мы весной. Да, попали даже мы под обстрел, то есть под артиллерийский обстрел. Снаряды прилетели по нашей позиции. То есть, ничего, в принципе, работали. Было страшно, честно, но ничего. А вот и операционная медицинская сестра Алданай Мангуш, которая была единственной женщиной в группе. Она работает в Зунхимчикском многофункциональном медицинском центре. Говорит, что было страшно, но сумели собраться и выполнить поставленную задачу с максимальной отдачей. Постарались помочь, чем могли. А растерянность перед камерой можно списать на смену обстановки. Помогала раненым, военнослужащим. Участвовала в операциях. Тувинские медики отметили и то, что визит главы Тувы Владислава Хавалыга на Донбасс в период командировки врачей очень помог. Это обеспечило повышенное внимание со стороны руководства региона и Минздрава. Спасибо всем за поддержку, за внимание. Чувствовали мы это все. Расскажите, как там? Работали на передовых рубежах, вот именно в тех городах, где самые максимально приближены к местам боевых действий, в военных госпиталях на первом-втором этапах оказания медицинской помощи раненым. Алданай Мангуш, Чимис Балдан, Айдан Церенол, Арсений Андар, Эргил Чадамба, Буян Мангуш, Артыш Сад. Вот имена всех врачей, которые героически выполняли свою работу в зоне спецоперации. Возглавлял делегацию депутат Государственной Думы, врач-травматолог, ортопед Айден Сарглар.
Арес Мангуш, Владимир Сыртук, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Открывать двери подъезда через специальные приложения теперь для кызылчан может стать реальностью. Сегодня в Тува-Связь-Информ презентовали уникальную платформу, которая специально разработана для многоквартирных домов. Чем она отличается от стандартного домофона и почему приложение стоит использовать, рассказывает Айра Сад. Добрый день, это Тува-Связь-Информ, проверка связи. Вас очень хорошо слышно. В чрезвычайных ситуациях своевременно вызвать помощь можно будет через умный домофон, вызвать экстренную службу 112, возможно, благодаря кнопке SOS, которая находится на панели. Кроме того, в уникальной платформе установлено комплексное видеонаблюдение. Это позволит жильцам дистанционно контролировать то, что происходит во дворе. Съемка ведется круглосуточно, все видеозаписи хранятся до 7 дней. И что немаловажно, при необходимости нужный фрагмент можно сохранить. Это такой же типичный аналоговый домофон, но в нем имеется видеоглазок. Также имеются две функциональные кнопки. Это кнопка «Консьерж». Также есть возможность получения видеозвонка на мобильный телефон. То есть у нас есть мобильное приложение, называется ТСИ «Умный двор». И абонент, который подпишется на этот сервис, он может принимать звонок, входящий звонок с двери на свой мобильный телефон. Начальным условием является то, что мы должны согласовать с жильцами, должно пройти именно согласование с жильцами. Как жильцы будут согласны на наши условия, то мы уже придем. После должно пройти согласование с управляющей компанией и дальше уже установка самого домофона. Нарушители общественного порядка, бездомные, просто те, кто не прочь весело и в тепле провести время, не смогут войти в подъезд. А в этом будет способствовать зоркий глаз умного домофона. Кроме того, в приложении для собственников будет доступна вся история посещений гостей. С внутренней стороны будет стоять вот именно вот эта кнопочка для открытия дверей. С задней стороны будет открываться через наше приложение ТСИ «Умный двор», а также через электронный ключ, электронный ПЛК. Наберите, пожалуйста, квартира 37. 37, вызов. Вызов идет уже на смартфон. В приложение поступает входящий вызов, и здесь отображается видео с камеры домофона, и также мы можем ответить. То есть основная концепция данного нашего умного домофона заключается все-таки в безопасности наших детей, семьи, членов семьи. То есть если ребенок, допустим, потерял телефон, либо у него разрядился телефон, то он может воспользоваться нашим умным домофоном, позвонить родителям на телефон, так как вызов будет приходить на смартфон взрослого человека, да, ну, то есть родителя, и сказать, что у него произошло. Это вот, во-первых. Во-вторых, будет полностью безопасность периметра подъезда, да. Будут исключены случаи, допустим, если сосед поцарапал машину и уехал, то можно будет через сервис хронометража найти вот этот вот фрагмент. У нашей платформы есть возможность интегрировать вот эту кнопку SOS в нашу систему 112. В настоящее время у нас рассматривается наличие такой технической возможности в рамках технологического процесса, правовых и законодательных норм. Жители могут еще и воспользоваться так называемой вкладкой у нас есть, это журнал вызовов, то есть посмотреть, кто звонил, когда звонил, в какое время звонил, и там фиксируется, вот так скажем, скриншот вот этого вот вашего гостя. То есть бывают такие случаи, когда вечером, может быть, в ночное время позвонить домофон, вы отключаете звук, а на утро вы уже смотрите, какой гость вам звонил. На сегодняшний день в Кызыле в 2 многоквартирных домах установлено 7 умных домофонов, которыми жители с удовольствием пользуются вот уже 2-й месяц. Умные домофоны внедряют в рамках программы Тува-Связь-Информ «Умные сервисы». Айра Сад, Владимир Сыртук, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Накануне одновременно открылись центры для подростков в 12 городах разных регионов России, в том числе и в Туве. В республике пилотный центр стратегической программы «Подростки России» базируется во Дворце молодежи. Планируется, что он станет площадкой, где будут созданы все условия для тинейджеров. На открытии побывала и наша съемочная группа.
Торжественное открытие 12 подростковых пространств, ставших победителями Всероссийского конкурса программ социализации подростков, накануне одновременно состоялось в разных точках страны. Это стало возможно благодаря инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тут мы будем организовывать встречи тоже разного рода, да, какие профессии есть, что нужно для того, чтобы развиваться нашим детям. Для того, чтобы дети ознакомились, мы по графику будем для школ города Кызыла такие ознакомительные занятия проводить. А в дальнейшем, конечно, желающие дети будут приходить, общаться. Здесь такая свободная зона будет. Название регионального центра «Лидер» говорит само за себя. Его главная цель – обеспечить социализацию и поддержку подростков, чтобы предотвратить их противоправное поведение. Речь идет прежде всего о тех детях, которые входят в группу риска и состоят на различных видах профучета. Мы получили большую поддержку благодаря нашей заявке. Это финансирование, то есть мебели. Мы получаем в скором времени мебель и оргтехнику для подросткового центра. Конечно, здесь идет большая координация работы с нашей стороны будет. То есть лично с моей стороны это будет координация всех органов исполнительной власти и всех, кто здесь будет задействован в работе. Всего же в рамках программы «Подростки России» на сегодняшний день в стране действует 18 пространств. Для Тувы это большая удача войти в число победителей. Ведь только 2 города Сибири одними из первых попали в этот проект. Это Кызыл и Новосибирск. Чинчика Шпукол, Чайхан Донга, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Неожиданным поворотом для госавтоинспекторов Тувы обернулось задержание нетрезвого водителя. Кем оказался правонарушитель и что при нем нашли инспекторы ДПС, узнавал Сайган Бюрбю. Все началось с того, что в дежурную группу отдельной роты ДПС поступило сообщение об угоне автомашины Toyota Corolla из местечка Вавилинский Затон города Кызыла. Немедленно были ориентированы патрули наружных служб полиции. Спустя пару часов в ходе введенного плана перехвата наряд ДПС задержал подпадающее под ориентировку транспортное средство на улице Московской города Кызыла. Поведение задержанного насторожило инспекторов. Имелись основания полагать, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Подозрения подтвердились, а в бардачке автомашины был обнаружен небольшой сверток с запахом дикорастущей конопли. Есть ли при вас или в автомашине запрещенные законом вещества, предметы? Да, есть. Где? В бардачке. Что там есть? Травка. Сколько? Чуть-чуть в целлофане. После этого водитель признался, что перед поездкой употребил содержимое именно из этого пакета. Автомашину взял у владельца, чтобы отвезти в ремонт. Кстати, заявление об угоне позднее было отозвано. Кроме того, по базе ГИБДД задержанный не имел права управления транспортным средством. Также мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования в наркологическом диспансере, за что ему судом был назначен арест сроком на 10 суток. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишным маслом весом около 1 грамма, что явилось основанием для возбуждения в отношении задержанного уголовного дела за незаконное хранение и перевозку наркотических средств. Кроме того, подозреваемый фигурирует и в другом уголовном деле – причинение тяжкого вреда здоровью человека. Всего с начала года госавтоинспекторами республики выявлено свыше 50 фактов незаконной перевозки наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 45 килограммов запрещенных веществ. Только за прошедшую неделю органами внутренних дел по республике было выявлено 7 фактов незаконного хранения, перевозки наркотиков. Изъято более 1 килограмма дурманящего вещества. Сайган Бюрбю, Айдана Сенденмат, Тува-24. И к другим темам. С 1 января 2023 года изменится форма отчетности для страхователей, которая станет единой. В Пенсионном фонде России по Республике Тыва провели обучающий семинар для руководителей бюджетных организаций. Единая отчетность для страхователей – это закономерный результат объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. С нового 2023 года страхователи начнут предоставлять единый отчет в Социальный фонд России. С нового года у нас у страхователей, то есть появляется возможность платить страховые взносы по одному тарифу и единым платежом. Страховые взносы уплачиваются, а распределение уже будет проводиться на уровне федерального казначейства и разноситься по лицевым счетам застрахованных лиц.
Ранее работодатель должен был рассчитывать и уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд России, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования по различным коэффициентам. Кроме того, оплатить страховые взносы по несчастным случаям на производстве и в конечном итоге передать отчеты в каждый фонд отдельно в разные даты. С 2023 года процедура уплаты страховых взносов и передачи сведений в социальный фонд упрощается. Конечно, это облегчит работу страхователей, уменьшит количество подаваемых документов. Будет единая форма, в котором они отразят и персональные данные, перс-данные учета и расчет по начисленным страховым взносам от несчастного случая на производстве и профзаболеваний. Также работодатели избавятся от необходимости сдавать дублирующую отчетность. Семинары на тему единой формы отчетности в Туве будут продолжены. Стоит отметить, что отчетность за 2022 год предоставляется по старым правилам. Алдын Казбуян, Шейхан Донгак, Азамат Учур, Тува-24. В тувинской компании «Россити Сибирь» подвели итоги уходящего года. Энергетики провели пресс-конференцию, где ответили на актуальные вопросы журналистов и рассказали об основных направлениях деятельности в уходящем и о планах на будущий год. Тему продолжит Чинчи Кашпыкол. Начал диалог руководитель сетевой компании Антон Лукин с акцента на главные задачи, которые энергетики выполняют каждый день. Приоритетное направление в работе – это обеспечение надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения. Частый и волнующий многих вопрос – это вопрос энерготарифов для населения. На данный момент с 1 декабря произошел рост тарифов. Он произошел по всей стране. Было постановление ФАС России на 9%. Итого он вырос 4,18 и, следовательно, 2,92 для электроплит. Вот тарифы сейчас такие. По юридическим лицам, тариф там он плавающий, но сейчас он будет порядка 8 рублей. Но не забываем, что у нас в республике действует субсидия, то есть у потребителя есть скидка 30%, то есть так бы он платил порядка 10 рублей за киловатт. На брифинге рассказали, что на ремонтную кампанию в этом году было выделено 98 миллионов рублей. В общей сложности тувинские энергетики отремонтировали свыше 700 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения и произвели ремонт на 16 подстанциях. На 100% укомплектован аварийный запас. Поставленный на этот год план выполнен в полном объеме. Однако были озвучены и минусы. Это большая задолженность населения за потребленную электроэнергию в 134 миллиона рублей. Получается, у управляющей компании из-за того, что там потребитель, например, ворует, у них огромный долг, и они его заплатить не могут. Мы говорим, работайте, это же ваш, вы за это получаете. Договорились о том, что мы сейчас создаем группу по Кызылу, например, определенную. Сейчас есть план на следующий год в Агдавураке создать, в Шаганаре создать прям персонал, который будет заходить в подъезды и ограничивать и выявлять безучетное потребление. Что касается электромощностей в регионе, Антон Лукин озвучил, что наблюдается рост нагрузки. 200 мегаватт в республике при максимуме в 210. Нагрузка растет. Для перспективных районов, это которые сейчас будут строиться большая застройка в Спутнике, для этого у нас разработано мероприятие в части дорожной карты Александра Валентиновича Нового, где находится как раз Тарахем. Там прописана сетевая организация, мероприятия за счет технологического присоединения построить новую подстанцию. Это все планы до 2025 года. В следующем году на техническое обслуживание и ремонт подведомственных электросетей будет направлено почти 105 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше, чем в этом году. Это мизерная цифра по сравнению с долгами населения. Сейчас долг населения Тувы за свет – это 1,5 ремонтной компании. Энергетики заверили, что с расхитителями электричества разговор будет короткий. Жесткие штрафные санкции и уголовные преследования. Чинчи Кашпыкол, Буян Мангуш, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Компания «Сбертройка» расширяет географию и запускает билетную систему на базе московской карты «Тройка». В регионах России в скором времени и в республике появится возможность оплаты проезда картой «Тройка». Более подробно в нашем материале.
Карта «Тройка» – электронная транспортная карта. В настоящий момент единая билетная система на базе карты «Тройка» уже запущена в 24 регионах России. Благодаря Сбертройке горожане смогут оплачивать проезд в городском транспорте банковскими картами или по карте «Тройка». А пополнить баланс транспортной карты можно через мобильное приложение или с помощью банкомата Сбербанка. В данное время в городских автобусах устанавливаются терминалы для безналичного расчета пассажиров. Терминалы пока будут устанавливаться для маршрутов, которые мало пассажиропотоков. Это, например, там 25-й, 5А, 18-й, Вавилинский затон Карахак, Вавилинский затон Южный. Московская компания «Сбертройка» установили терминалы, оплату валидатору каждой двери в автобусах. Специалисты говорят, что это позволит пропускать пассажиров в 2 раза быстрее и комфортнее, не отвлекая водителя, что значительно влияет на безопасность и комфорт транспортной системы. В салоне находится 2 валидатора возле каждой двери. Пассажиры, которые заходят в автобус, прикладывают к терминалу и к валидатору либо карточку специальную проезда, либо банковскую карточку. На экране будет показана информация, что деньги списаны. Либо что банковская карточка проведена транзакция, либо если это социальная карточка, да, то есть будет стоять галочка, которая покажет, что билет оплачен. Воспользоваться новой системой можно будет уже со следующего года. Электронный проездной билет будет действовать не только в Туве, но и в других регионах России. Алдана Исаева, Шолбан Мангуш, Самда Миргит, Тува 24. Инспекторы государственной инспекции маломерных судов регионального управления МЧС проводят патрулирование водохранилищ Тувы, что связано с безопасностью населения, чтобы не допустить несчастных случаев на водоемах. Тему продолжит РС Магуш. В Туве, по словам сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, есть 2 основных места, где собираются любители зимней рыбалки. Озеро Чагатай и здесь, на Саяно-Шушенском водохранилище, которое территориально относится к Чахольскому и Улухемскому районам Тувы. С 19 по 25 декабря по республике идет 2-й этап акции «Безопасный лед». Профилактика, рекомендации, предупреждения. Все делается ради безопасности людей в зимнее время, и есть на то причины. В том году было с начала года, в этом году было с начала года уже 2 провала автотранспорта под лед. Один был в Улухемском районе, в районе села Хайракан. Люди переправлялись на правый берег реки, сократили дорогу, по переправе не поехали. И 2-й провал был в Торжинском районе. Также бензовоз провалился, поехал не по переправе, в другом месте поехал, провалился. А это Илихемская ледовая переправа, по которой жители населенного пункта держат связь с городом Шаганар. Летом работает паром, а зимой последний замер толщины льда показал больше метра. А это значит, переправа выдержит сейчас даже больше груз. Инспекторы ГИМС настоятельно рекомендуют водителям придерживаться правил переезда через ледовые переправы и обращать внимание на установленные на берегу знаки. Обращаемся к рыбакам, чтобы соблюдали элементарные требования безопасности, не собирались группами в одном месте и не делали лунки, а также не выезжали на лед группами на транспорте, чтобы не делать большую нагрузку в определенном участке для льда. МЧС Тувы напоминает о том, что выход или выезд на лед в запрещенных местах влечет за собой штраф от 1000 до 10 тысяч рублей в соответствии с частью 4.1 статьи 3.5 Кодекса Республики Тува об административных нарушениях. РС Мангуш, Шолбан Мангуш, Азамат Ачур, телеканал Тува 24. В актовом зале школы номер 3 города Кызыла чествовали лидеров общеобразовательных школ. На ежегодном торжественном новогоднем балу лидеров 2022 года собрались все активисты 11 классов города Кызыла, где отметили достоинства каждого из них по 6 номинациям. Виртуозы слова, юный IT-специалист, доброе сердце ведут за собой, олимпийская надежда и россыпи таланта. Такие награды вручили самым активным ученикам школ города Кызыла. Ежегодно департаментом по образованию проводится новогодний бал лидеров. Цель нашего мероприятия – это привлечение к общественной жизни школьников города Кызыла и их поощрение. Всего на новогодний бал лидеров 2022 были приглашены более 180 учеников. Награды активистам вручали известные и уважаемые люди республики.
В номинации «Виртуозы слова» были награждены школьники, пишущие статьи в школьных газетах. В номинации «Юный IT-специалист» отметили звукооператоров и фотографов. Грамотой департамента по образованию «Доброе сердце» были награждены ученики, принявшие участие в различных благотворительных акциях. Ученик школы номер 1 Алдын Херел Хертек, как и несколько других активистов, был отмечен грамотой «Веду за собой». Я считаю, что являюсь ярким примером для своего младшего подрастающего поколения. Вообще номинацию я получил «Веду за собой», что подразумевает то, что я являюсь настоящим лидером. То есть стараюсь занимать призовые места во всех школьных мероприятиях. Ученик 11 А класса Айдаш Кыргыз также был отмечен грамотой в номинации «Веду за собой», ведь он является призером спортивных игр по дзюдо в Сибирском федеральном округе. Я думаю, мне присвоили эту награду, потому что я являюсь большим примером для своих младших ребят из моей школы и даю большой толчок, то есть чтобы они были как я и делали более больших достижений. В каждой школе в первом полугодии проводилось голосование, по итогам которого и отметили самых лучших. Алдын Казбуян, Чайхан Дунгак, Айдана Сенденма, Тува 24. Совсем немного времени осталось до Нового года. Жители села Эрбек Кызылского Кожуна, готовясь к любимому празднику, создают волшебство. Многие украсили свои дома и подворья ярко и красочно. За сказочным настроением отправилась и наша съемочная группа. Активные творческие жители села Эрбек создают красоту своими руками. Яркие гирлянды, иллюминация, наряженная зеленая красавица, елочка. При виде всей этой красоты новогоднее настроение поднимается в разы. Семья Алдынола и Чадуру Мангуш ежегодно украшает свой дом к Новому году и Рождеству по-особому. Ярко, празднично и оригинально. Больше и больше этих гирлянд покупаем и красим свой дом, чтобы было у нас праздничное настроение у всех, чтобы у нас тоже все смотрели, удивлялись. Чадура и Алдынол Мангуш работают больше 20 лет в Почте России оператором и водителем. Они воспитывают 3 детей, всегда поддерживают друг друга. Алдынола Мангуша золотые руки, глава семейства мастерит и готовит. Кроме того, он отмечает, что праздничное убранство не только поднимает настроение, но и привлекает удачу. Мы 5-й год украшаем свой дом красиво. Вот Новый год. Это наша семейная традиция. Это наша красота сделана для всех жителей родного села. Радует всех. И окунуться в новогоднюю сказку. Ты ходишь по деревне, она такая красивая, праздничная, освещенная, делится впечатлениями жителей села. Каждый год украшают свой дом очень сказочно, красиво. И каждый год у них новые, придуманные, такие красивые игрушки, гирлянды, такая дружная. И у них фантазии очень хорошие. Поэтому этой семье, всем поселкам мы очень радуемся. У нас и гордимся, что такая молодая семья живет в сказочном домике. Жители Сумона Эрбек поздравляю всех жителей Республики Тыва наступающим Новым годом. Другие жители села тоже присоединяются к семье Мангуш. Это семья Тайры и Орлана Тангет. У молодой семьи 2 детей, младшему 1 год, а старшей дочке 4. Семья решила преобразить свой дом в новогоднюю сказку, чтобы радовать своих детей и односельчан. Дом мы украсили примерно 3 дня назад. С мужем решили, что перед новогодним настроением нужно украсить дом. Хочу пожелать наступающим Новым годом, с годом кролика, свое родное села и также республики. Давайте мы все вместе создадим красоту, чтобы окунуться в атмосферу новогодней сказки и ярко встретить Новый год, год кролика. Алдына Исая, Буян Мангуш, Азамат Очур, Тува 24. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.